вони всі. Забор, плот, докладней, плот. Глядите, став глухий, вже нічого не видать. Я тут знову випадково і по такій нагоді, що уже год пройшов, красавіку гэтага году было як год, як я подав заяву на дзеянне ФСБшника Ігора, які у меня увел гэту лісапету, а потом ще нападав. Я написав заяву у литовскую милицию, полицию. Ну, прошел год. Хутка год с половой. И что? И что? Да куды мне скардиться? Я не ведаю. У прокуратуру. Ці што, як нагадаць? Што такое? Я ж быццам бы... Не, я не разумею, мне адказ нават не далі. Не прыходзіў на ніякага адказу. Я яшчэ пісаў потым, праз паўгады, і мне сказалі, што заява ёсць, а справа не робіцца. Як так? Да што это за Беларусь 2.0 такая? А? Ну, плот уже зрабілі глухім, каб не бачна было, што там у іх робіцца. Вось. Так я не разумею. І как это возбудить литовскую полицию, чтобы яны как бы отреагировали? Ці можа яны думаюць, что гэта я виноваты? Нагадаю, что у той день, у нядзелю, бомбили Сумы, погибло багато людей, детей у Сумах. Я тут выпадково ездил, бачу, тут веселятся ФСБшники со своими детками. Ну, я став вот на пригорке гэтым, ось тут, став на гэтым пригорке кричать. Типа, россияне, давайте поговорим. Вы хоть знаете, что сегодня отбылося, что ваш Путин зрабіў? А россияне испугались. Начали меня сдымать со всех боков. Ну и... Ну, потом, сами ведаете, что потом было. Хто не ведае, поглядіце. Карацей, написав я заяву, до гэтых пор нічога нема. До гэтых пор нічога нема. Так як мне думаць пра літоўскую паліцыю? Як мне думаць пра літоўскую дзяржаву? І ўвогуле, я ж гаварыў, што вось тут жывуць ФСБшнікі, яны, тут нават земля лічыцца расійскай. Тут жывуць ФСБшнікі, якія працуюць на Пуціна і якія па яго загаду менавіта адсюда нападуць на Літву, напрыклад, так, як я разумею. І как бы жыхары мясцовыя сюда не ходзяць, так, не абураюцца. Гэтыя людзі как бы сярод літоўцаў ходзяць па крамах, на закупы. Дзеці іх, напэўна, таксама па школах ходзяць мясцовых. Как бы на свои, да, и ничего им за это нема. И вот можно взять велик, скрасти, ничего тобі за это не будешь ще нападать на человека, на мяне, наприклад. Ну так як-то, так як это думать? Так Литва як? Как оно Литва? Как бы или литовцев больше чекают наступства литвинизму. А вот гэтыя люди тут под боком сидят со зброей, между прочим. И ходят тут запрещенные символы, кстати, распространяют, коли подписаться в Фейсбуку на амбассаду российскую, так они там носят серп и молот, стяги всякие, запрашивают мясцовых ветеранов, ходят там, фотографуют, ничего им за это нема. А я вот, например, показал, высмеял георгиевскую стужку, и мне за это штраф дали. Потому что ты гуд, я гуд какой-то противный, без капитала и не платежеспособный. А вот если ты бизнесмен, заточение Лукашенко, на Лукашенко працаваў как Гранц Артур, да? Вот, пожалуйста, коли ласка до нас у Литву со своими инвестициями, с элитным рестораном, например. Все. Ну, порадьте мне, что мне в прокуратуру писать, и снова полицию, как так, чтобы возбудились. У меня заява висит
нічого не робиться. Чоловік на мене напав. Велик скрав, ну як скрав? Ну, як скрав? Вернув, коли я сказав, що стрім веду. Сразу перестав нападати. Агресивний був. Хуліганство проявляв, ну проявляв. Так що ж это, сябры. Тут, короче, сквер Навального или что? Смотрите, что написано. Путин убил Навального. Не то сквер имени Навального, не то улица. Ось. Короче, зробили глухий плот, уже не поглядиш, що там відбувається. Ігора не знайшли, напевно, він володає якоюсь недотичністю, якою-небудь дипломатичною. Ось. Ну, у мене питання до правоохоронних служб литовських. Чому ніяк не відреагували? Може, коли б на литовців напали, так відреагували. А то на какого-то гуда випендрістого напали. Сам приехал гуд. Ну так что ты гуд приехал и тычешь россиянцам, что их не Путин забивая украинцев, что их не Путин агрессор. Как ты посмел им такое, да? Вот литовцы сидят тихонечко молчать. Как бы. Только этих литвинистов шукают, литвинисты для их погрозы. Все, конец связи. Вот. Покажу вам. Бачите, кто-то оторвал. Тут своих ватников хватает. Дебилов всяких.